Северной Осетии. Водные условия идеальны для выращивания форели. Рыба должна жить в чистой воде, в чистом бассейне. Вот наши производители. Это рыба, от которой мы получаем уже свою икру, своего малька. В нашем инкубационном цеху сейчас сидит около 8 тысяч малька для дальнейшей селекционной работы. 3 раза в месяц мы взвешиваем малька, чтобы знать, насколько рыба у нас прибавила. Мы находимся сейчас на строительной площадке, где полным ходом уже идут работы по строительству цеха переработки рыбы. Селение Карджин – одно из самых подходящих мест для выращивания радужной форели. Здесь находится много природных родников, которые по температурному режиму идеальны для данной аквакультуры. Ведь форель любит холодную и чистую воду. У нас нагул происходит круглый год. То есть у нас не встают на наших производственных площадях лед зимой и не перегревается вода летом. Последние годы климат изменяется, лето все жарче и жарче год от года. Здесь уже определенные есть корректировки у нас. Предприятие «Радужная форель» открылось 5 лет назад. Последние годы решили немного изменить стратегию работы и сосредоточились на производстве посадочного материала – малька. Начали формировать свое маточное стадо, а это дает возможность производить оплодотворенную икру. После начала СВО часть иностранных поставщиков оплодотворенной икры с хорошей генетикой, с современной генетикой, они ушли с российского рынка. Точно так же, как и определенное количество производителей хорошего качественного корма для форели. Впервые российское форелеводство испытывало определенные трудности, но свято место пусто не бывает. И в России за это время появилось несколько современных, очень серьезных производств. В частности, одно из них находится недалеко от нас, в городе Беслан, которые потребности российской аквакультуры, можно сказать, что закрывают на данный момент. Впереди следующий шаг – получение статуса племенного репродуктора. Вместе со сменой курса развития изменилась потребность в кадрах, а с этим в регионе есть сложности. Форелеводство стремительно развивается в республике, при этом есть нехватка специалистов. Виктор – главный зоотехник, селекционер и генеральный директор в одном лице. Решения однозначного пока нет, потому что в регионе есть только одно среднее специальное учебное заведение, которое выпускает людей с образованием рыбоводным. Но этого недостаточно. Этого недостаточно. Вообще, на самом деле, вузов, которые выпускают по специальности аквакультура и ихтиология, их по югу России всего 4-5. Рыба на предприятии проходит путь от икринки до товарной рыбы. Производственный цикл начинается в инкубационном цехе. Здесь происходит оплодотворение икры в специальных аппаратах. Затем ее выкладывают в лотки, где предличинку приучают к искусственному корму. В цехе за мальками ухаживают круглосуточно. Мы кормим каждые 2 часа малька, делаем промывку, уход. Мы измеряем кислород и температуру. Температура летом в основном бывает 14 градусов, не выше. Зимой, естественно, может быть и 9, и 8. 3 раза в месяц мы взвешиваем малька, чтобы знать, насколько рыба у нас прибавила, какие корма вводить. В инкубационном цехе предприятия сейчас порядка 8 тысяч мальков, которых используют для селекционной работы на основе импортной генетики и своих производителей. Это уникальная работа, потому что на территории Российской Федерации на данный момент есть 3 племенных завода по разведению радужной форели. Содержащиеся на них породы имеют старинную советскую еще историю. К современным требованиям рынка, к современным потребностям, скажем так, потребителей в размере товарной рыбы, они немножко уступают импортным породам. Поэтому, естественно, сейчас формирование маточных стад из импортной генетики, оно очень важно. Крепких питомников без хорошей генетики о самодостаточном и в полном смысле этого слова импортозамещенном форелеводстве речи идти не может. Вот наши производители. Это рыба, от которой мы получаем уже свою икру, своего малька. Нерест с этой рыбой уже был.
Это будущее нашего форелеводства. У нас обязательно мойка бассейнов происходит Как часто? раз в месяц. То есть рыба должна жить в чистой воде, в чистом бассейне. Вот. И обязательно кормить ее. Кормить тогда, когда температура воды более холодная, более прохладная. Как часто кормится? Кормим мы в летний период 3 раза, а в более холодный период увеличиваем 4-5 раз в сутки. Сегодня объемы производства 100 тонн товарной рыбы. География поставок – юг России. Потребность рынка в радужной форели огромная. И это несмотря на то, что каждый год производство этой аквакультуры серьезно увеличивается, в том числе и благодаря Осетии, так как огромную часть форели импортирует наш регион. Логистику ощутимо расширит цех по переработке. Его строительство уже началось. Для расширения ассортимента продукции, которую мы реализуем, к просто живой рыбе, естественно, необходимо при увеличении объемов нашего производства добавить и переработку. Переработка у нас на первом этапе на данном объекте планируется неглубокая, то есть это, естественно, так называемая рыба ПСГ, это потрошенная с головой, целые тушки, потрошенные на льду в пенопластовых ящиках, изотермических контейнерах. При соблюдении условий хранения и транспортировки в таком виде таким образом переработанная рыба может храниться 10-14 дней. То есть это логистику расширяет очень серьезно. Помимо потрошенной рыбы будет еще копченая и соленая. Если все пойдет гладко, с Божьей помощью перейдем на гораздо более глубокую переработку, то есть консервы, пресервы, различные кулинарные изделия из форели и так далее. Строить цех по переработке начали частично за свои средства и благодаря гранту Минсельхоза. До конца года планируют построить здание и закупить часть необходимого оборудования. А в следующем году уже выйти на проектную мощность – это 3 фуры в неделю. Это еще не все планы по развитию. Зона отдыха с прудом, где можно будет порыбачить, домиками для ночевки, появится на территории предприятия. Здесь будут детские площадки, и для жителей села в том числе. То есть зона отдыха не только для приезжих. Здесь будет организована школа рыбалки для детей. Ну, естественно, домики, беседки, вот такие вещи, спортивная площадка. Потому что место очень живописное. Для строительства этого пруда у нас, опять же, 2 источника финансирования было. То есть и собственные средства оборотные, и мы попали под программу агротуризма. То есть поддержка Минсельхоза и здесь тоже нам, так сказать, есть. Мы построим, я надеюсь, здесь хороший объект, который будет украшением и села, возможно, даже района. В этом году подадут воду в пруд, облагородят территорию, подведут все коммуникации. А уже в следующем сезоне жители и гости республики смогут здесь отдохнуть и провести время с удовольствием и пользой. Алина Хасаева, Давид Костанов, Давид Хамицаев, Вадим Панченко, 15 регион.